Якутия – центр развития IT на Дальнем Востоке. Руководитель региона Айсан Николаев провел пресс-конференцию в рамках форума современной журналистики «Вся Россия» в Сочи. По его словам, центром развития современных технологий на востоке страны является именно наш регион, так как мы обладаем уникальными компетенциями в части реализации цифровых стартапов. Также существуют компании, которые работают на мировом рынке. Перед ними стоят конкретные задачи. В течение 5 лет должны появиться компании с капитализацией более 1 миллиарда долларов. Претендентами названы Синет и Майтона. Кроме того, руководитель региона сообщил журналистам, что до конца года в столице республики откроют IT-парк. Айсан Николаев также рассказал о крупных проектах Якутии в части цифровизации. В дальнейшем мы планируем, что уже в этом году мы все-таки сможем выйти на ряд соглашений и в городе, не только в городе Якутске, но и в других регионах нашей республики. В частности, вот в Мирнинском районе у нас могут появиться новые дата-центры. Ряд инвесторов зарубежных проявляет очень большой интерес к нашей территории из-за того, что у нас зимний период, большие минусовые температуры, и можно как раз для естественного охлаждения, для охлаждения употреблять не кондиционеры очень мощные, на которые идет огромная трата электричества, а как раз естественный холод. Минус 50 – это все-таки минус 50. Да? Далее мы, конечно же, сегодня очень активно занимаемся цифровизацией республики в части проведения оптоволокна. Здесь мы очень плотно работаем с Ростелекомом. Последние месяцы Ростелеком очень активно идет по республике. В ближайшие месяцы мы полностью должны закрыть Вилюйскую зону, где проживает значительное количество людей, и оптоволокна еще не было. Ну и в дальнейшем уже будем покрывать уже не только районные центры, но и уже вплоть до маленьких деревень. И у нас как раз с Министерством цифровизации республики есть проект по цифровому селу. То есть полностью, чтобы все село мы как раз сделать цифровым, начиная от банковского обслуживания, заканчивая уже вопросами предоставления тех или иных услуг в муниципальных, государственных цифровом виде.